Вы смотрите «Своих не бросаем». О подвигах современных героев, о тех, кто приближает победу в тылу. С вами ветеран боевых действий, участник СВО Артур Галеев. И военкор-волонтер Юлия Краснова. Сегодня, в день 80-летия Великой Победы, мы склоняем головы перед подвигом наших героев и поздравляем каждого с этим праздником. У нас в гостях Игорь Абросимов, участник СВО, военнослужащий 428-го мотострелкового полка. Вас тоже с праздником. Спасибо. Хочется присоединиться к поздравлениям, поздравить всех наших телезрителей с одним из самых главных и значимых праздников нашей страны, с Днем Победы, пожелать им здоровья, мирного неба над головой. А нашим ветеранам сказать большое спасибо, низкий поклон вам за ваши подвиги, за ваше мужество, за вашу великую победу. Сейчас мы, участники СВО, так же, как и наши деды, наши прадеды, выполняем свой долг, приближаем нашу великую победу. Спасибо вам за это большое. Спасибо. Вы выполняли боевые задачи на таких направлениях, как Кременная, Покровск и Авдеевка. А совсем недавно 428-й полк взял Срибное, Запорожье и Покровская Донецкой Народной Республики. Где сейчас, если можно рассказать, находятся сослуживцы? Сослуживцы сейчас находятся в Покровском направлении, выполняют свои боевые задачи, постоянно находятся на боевом дежурстве. Сложно? Как у них там обстановка? Обстановка всегда сложная, всегда напряженная, но ребята у нас все молодцы, все держатся, все ребята крепкие и с честью и достоинством выполняют свои боевые задачи. А вот и кадры ваших боевых будней. Притормозите, брат. Принял. Змей, я рад, на приеме. Рыба святой, выстрел мой, наблюдай. Да, принял, наблюдаем. Да, я понял. А где это, на каком это направлении? Это кременное направление, Серебрянское лесничество. Получается, вы на видео координируете цель? Да, мы координировали цель, координировали наши минометные расчеты. Было контрнаступление противника. Наша задача была ни в коем случае не пропустить его. То есть мы на тот момент стояли в обороне и не пропускали противника. А вот у нас на кадрах такая огромная воронка. Это от какого снаряда? Это ФАП-500. Ну, это, получается, сброс был, да? Это был, да, авиаудар ФАП-500. Это прилетело совсем рядом с нашими позициями. То есть, слава богу, не попали. 428-й полк – это одно из легендарнейших подразделений, которые входят в состав 90-й танковой дивизии. Моей родной танковой дивизии, где я служил, только я служил в 6-м гвардейском танковом полку. Какая у вас основная задача? Задачи были разные. То есть за эти практически 3 года все ребята мобилизованные, они из простых людей, простых сантехников, слесарей, водителей, прошли подготовку, вспомнили то, что им учили их в армии, и стали профессиональными солдатами, и обучились выполнять любые поставленные задачи. И за 2,5 года задачи были разного характера. Это была и тероборона, наступательные штурма, это была и огневая поддержка, зачистки. И, то есть ребята обученные, готовы выполнять любые поставленные задачи. Вы сейчас находитесь в отпуске, верно? Сейчас я нахожусь в отпуске, да. Не могу не спросить, у вас повязка на лице, это ранение, где это произошло? Заходили на штурм, я завозил штурмовиков на передовую, вывозили раненых, эвакуация, доставляли продовольствие, патроны, боеприпасы. В один, не очень хороший день, когда я забирал раненых, получается, на обратном пути, оставив раненых медикам, меня догнал дрон «Камикадзе», и вот в багги, вместе с багги я взорвался. А на тот момент какая была у вас должность? Стрелок. Буквально на днях вы возвращаетесь обратно к ребятам на передовую. Почему? Ну, это, наверное, долг каждого бойца. То есть мы при срочной службе давали присягу защищать свою родину. И нельзя останавливаться на полпути. Надо стоять до конца. Но при этом у вас 2 семьи. Одна здесь, в тылу, которую вы охраняете и защищаете, а другая семья там. Вторая семья, да, это 428-й полк. За эти 2,5 года
Мы стали как одна большая дружная семья. И наши семьи, которые дома, тоже общаются и тоже стали как одна большая дружная семья. Привет всему Прибельску, позывной Гарик. Привет жене, супруге Марине, дочке Виктории, сыну Ленечке. У нас все хорошо, все отлично, скоро придем домой с победой. Ждите. А кто у вас спрашивал вот на видео? Это у нас с нашего района, с республики приезжал гуманитарный груз. Депутаты Госдумы были, Азат Бадранов приезжал, журналисты. Вот они, получилось так, что буквально за несколько дней до этого мы подвинули противника чуть дальше и находились на второй линии, и была возможность, то есть им лично прийти на позиции, пообщаться, посмотреть, как мы живем. А видео-то дошло до адресата? Да. Со связью там было очень тяжело, то есть связи в криминальном направлении не было совсем. И то есть здесь какая-то все-таки весточка, что живы-здоровы, что все у нас хорошо. Скажите, как вы им объяснили свое решение, какие слова подбирали? В принципе, они меня понимают всегда без слов, всегда. Дочка была на тот момент еще помладше, немножко тяжеловато ей было. Сыну было тоже тяжело, но он у меня тоже настоящий мужчина. Также растет настоящим защитником Отечества, настоящий патриот. Моя семья — это мое целое, они меня без слов все понимают. Слова подбирать не пришлось. Спасибо ему за это. У вас награда, медаль за отвагу, медаль за спасение погибавших. Вот вижу медаль за боевые отличия и 3 медали участника специальной военной операции. Что значит для вас эти награды? Наверное, самая главная медаль, за которую я действительно горжусь, это именно медаль за спасение погибавших, потому что все остальные медали даются за освобождение, за уничтожение врага. А эта медаль именно за сохраненные жизни своих боевых товарищей. И вот этой медалью я на самом деле дорожу. Она, наверное, самая для меня главная. А вы общаетесь с теми, кого спасли? Мы со всеми ребятами, кто сейчас находится и в строю, кто на передовой, кто по ранению в отпусках, мы с ними всегда на связи. Когда есть возможность у ребят выйти на связь, передовой тоже выходит на связь, узнаем, как дела у них, как наше здоровье. Вы ушли добровольцем в период мобилизации, хотя у вас у самого 2 детей. Могли не пойти, но почему пошли? По срочной службе мы давали присягу защищать свою родину. Когда родина сказала «надо», мы не могли поступить по-другому. А как отреагировали ваши близкие на ваше решение? Близкие с поддержкой, с пониманием. Конечно, без слез не обошлось. Вы родом из Кармаскалинского района, живете в селе Прибельское. Да. И буквально недавно вы получили награду в конкурсе «Семья защитника Отечества». Заняли 1-е место. Как это было? Нас с района отправили на конкурс «Семья защитника Отечества». Здесь, наверное, полностью заслуга моей семьи. То есть это и супруга, которая постоянно занимается у меня и гуманитаркой, собирает гуманитарную помощь. Это дети, которые тоже постоянно плетут какие-то браслеты выживания. Вот один из них у меня на руке с первых дней. Поддерживают. Дочка выступает на концертах, посвященных СВО. Бывает даже, когда долго не выходишь на связь, где-то находишься на боевой задаче, выходишь в тыл на отдых, звонишь по видеосвязи, то есть увидеть лица родных людей. Смотришь в телефон, там дом как склад, то есть они сидят, пакуют гуманитарную помощь, упаковывают, подписывают. Эта победа, это, наверное, больше их заслуга. Они большие молодцы, потому что надежный тыл – это половина победы. А о чем ребята спрашивают чаще всего? Обычно задают вопросы, почему, что, как, то есть почему пошли, что нужно сделать, спрашивают, чем мы можем помочь. Дети у нас большие молодцы, особенно с Прибельской школы. Мы занимаемся патриотическими уроками, помогаем семьям погибших наших СВОшников, ходим в гости к их близким, к матерям, к женам, помогаем, проводим субботники, где-то что-то подкрасить, где-то убраться, помочь, то есть у тех, кто семьи остались без помощи. И дети, они очень и отзывчивые, и очень такие, с одной семьи не успели уйти, они уже, дядя Игорь, когда мы пойдем дальше, куда мы идем дальше. Наверняка бывали такие моменты, когда тяжело, когда сидишь в окопах, сидишь в блиндажах. О чем думали? Что вас мотивировало в эти тяжелые моменты?
Думаешь, наверное, о своих близких, о своей семье. Дети присылают какие-то письма, какие-то картинки. Семья присылали письма тоже. Вешаем эти картинки, в блиндаж придешь, когда тяжело, посмотришь, почитаешь детские письма, какие-то посылки из дома, и это очень сильно поднимает боевой дух. А вот на этом видео в одной из кармаскалинских школ поздравляют детишки с Новым годом. Дорогой Игорь Сергеевич, поздравляем вас с наступающим Новым годом! Желаем вам крепкого здоровья, терпения, удачи! Мы гордимся вашей стойкостью и подвигами. Пусть этот год будет годом радости, удачи и здоровья. Вы настоящий герой, и мы всегда будем благодарны за вашу службу. Желаем счастья, благополучия. Пусть в новом году сбудутся все ваши мечты. Спасибо, Родины, сыны, и дочери страны спасибо. Чтоб в мире не было войны. Свои вы отдаете силы. Стеной стоите вы за нас. Мы очень-очень ценим вас. И поздравляем с Новым годом! Вот это поздравление показали сослуживцам? Да, это поздравление мы смотрели все вместе. То есть у других тоже сослуживцев были, кто-то дети поздравлял, у кого-то совсем маленькие дети еще только начинают что-то говорить. Ну и часто очень пересматриваешь. Это дети Прибельской школы. У меня это класс моей дочери и их классной руководительницы. До СВО вы работали оператором распиловочного станка на фабрике по производству мебели, мирная профессия. А после нашей победы вернетесь туда? Планирую вообще вернуться, да. Пригодились эти навыки вам там, на передовой? Там пригодились все навыки, которые были получены в жизни. То есть начиная от, когда папа меня учил ездить на автомобиле, то есть все работы, которые работали, все профессии. В школе, когда мне говорили «учись», я говорю, где все это мне может понадобиться? И в итоге, попав на СВО, я понимаю, что, оказывается, каждая профессия, каждый урок в школе, он очень важен. И то есть детям я то же самое объясняю, что никогда не знаешь, где и что тебе пригодится. А вообще мобилизованные люди, мобилизованные солдаты, они все были полностью гражданские, всех по какой-то профессии. То есть обучались военному делу практически все там заново. Но вот эти все профессии гражданские, они очень помогали там. А как изменились вы и ваши отношения к жизни после начала специальной военной операции? Не знаю, наверное, стал чуточку добрее, потому что когда видишь, в каких условиях людям приходится жить, в разрухах, когда дети не могут ходить в школу, когда людям приходится жить без еды, без воды, где-то в подвалах под вот этими всеми обстрелами, становишься добрее к людям, пытаешься всем помочь всегда. А как вы понимаете такие фундаментальные слова, как долг, честь, Родина? Одни из самых важных слов в жизни. Что такое Родина? Родина же это и твоя семья, и твой дом, и твои дети, твои родители. Поэтому, наверное, это основа всех основ. Спасибо вам огромное за то, что защищаете нашу Родину. И сегодня, в день Великой Победы, склоняем головы перед подвигами наших ветеранов. Еще раз хочется поздравить всех ветеранов, пожелать им крепкого здоровья, мирного неба над головой. Слова искренней благодарности. Никто не забыт, ничто не забыто. Спасибо вам большое, низкий поклон. Спасибо, что пришли. А мы напоминаем, что сегодня у нас в гостях был Игорь Абросимов, участник СВО, военнослужащий 428-го мотострелкового полка. Увидимся через неделю. Победа будет за нами.